Рада вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Ну что, началась весна. Это значит, что нужно готовиться к летнему сезону. В этом году у нас достаточно такие серьезные планы. Ну и началась вот эта работа на свежем воздухе. За зиму выпало достаточно хорошее количество снега. Я думаю, что это еще не предел. Вот, но сегодня обязательно нужно начать наш выпуск с того, чтобы подготовиться к его завершению. Сейчас я на участке, нужно расчистить заезд, чтобы открывались ворота. И если все получится, все успеем, то вечером сюда будет завезен септик. Думаю, не нужно терять время, потому что уже скоро нужно будет выезжать на производственную базу компании «Эгопласт», где, соответственно, и мы посмотрим на сам септик и доведем его до завершения. То есть тоже испытаем, так сказать, его изготовление на себе. Поэтому меньше слов, больше дела. Я думаю, вы уже догадались, что сегодня мы будем изготавливать септики из пластика. То есть это будет пластиковый септик. Но надо отметить, что, например, я стал жертвой маркетинга и взял вот такую вот лопату, которая известна, наверное, всем владельцам частных домов. На ней написан даже оригинал. Брал ее на строительном рынке, и при мне продавец просто на нее наступил. И на мой вопрос, оригинал это или нет, и она выдержала. Все. Соответственно, в одном из предыдущих выпусков также делали вот эти волокуши. Сделаны они также из пластика. И, как видите, очень легкие, прочные в целом. Сейчас даже для уборки снега они очень даже полезны. Так что пластик мы не недооцениваем. А сегодня даже попробуем посмотреть, как изготавливается септик из этого интересного материала. Так, сколько успел, сделал. Сейчас едем на базу. Испытано на себе. Ну а сейчас мы находимся уже непосредственно в самом сердце компании «Эгопласт». Это производственный цех. Давайте познакомимся. Дмитрий Зубов, приветствую. Сварщик, мастер-сварщик полимерных изделий. Я думаю, многие, кто смотрели один из предыдущих выпусков, уже с Дмитрием знакомы. И тогда мы делали небольшие такие сани-волокуши. Да? А сегодня это уже такой глобальный, достаточно уже глобальное изделие. Это септик на 10 кубов. Дмитрий, расскажи, вот в чем, вкратце, наверное, в чем преимущество, может быть, недостатки или вообще септика, который изготавливается из подобного материала? У такого септика в основном, наверное, плюсы. Он не коррозии не подлежит, ржавчине. Он легкий, легко устанавливается. Допустим, как закапывается, так и можно его ставить на поверхность. Утеплять. Надо отметить, что тот вариант, что можно его ставить на поверхности, да, не закапывая. В моем случае, например, практика показала, что, скорее всего, у меня такие, наверное, для большинства в городе Якутске такие почвы, они такие очень насыщенные водой, практически там глины и так далее. И я знаю, допустим, такие случаи, когда бывает, что без определенных там бетонными плитами придавливают.
какие-то специальные якоря ставятся, да, то есть и все равно бывает это не помогает, и септик рано или поздно там весной или Да, когда-то всплывает. всплывает. И бывали такие моменты, даже задавливает септик это вот талыми водами. Наоборот, даже сжимаются. Да, септики. даже сжимают, конечно. Ага. И вот на этот момент люди стали устанавливать именно на земле. Потому что под землей, вот где такая влажная почва, где вероятность, то, что будет стекать вода, тогда уже наверх устанавливают септик. Ну, в целом, конечно, можно отметить такой вариант, что если делать все по уму, да, например, там, используя все снипы и так далее, все правила, но на самом деле это выходит в достаточно такую дорогую процедуру. То есть, допустим, закопать тот же септик, например, да, металлический, в таком пространстве, где есть вода, да, то есть это, ну, очень дорого на самом деле. То есть, понятно, сам септик изготавливается, да, допустим, и плюс еще нужно подготовить саму вот эту яму, там, выкопать это все, сделать правильно его, пригрузить, загрузить, чтобы его не выдавило, чтобы его не раздавило. Распорки, это все. Поэтому я в своем случае принял решение, что септик будет находиться над землей. Мы уже видим, что общий, да, как сказать, каркас, да, изделие практически готово, но есть еще нюансы, которым мы в рамках нашей программы именно покажем. И с Дмитрием, скорее всего, нам придется сейчас залезть внутрь. Да. Что нам предстоит сделать? Ну, изначально, наверное, мы сперва... Вот здесь у нас будет дыхательный клапан находиться. Мы его спаяем. Это у нас, получается... Смотровой люк Да. для ревизии. Ревизионный лючок. Ну, люк, да, Ага. пускай будет люк. Также у нас... Посмотрим дальше. Здесь запланировано... У нас откачка будет выкачиваться отсюда, а здесь уже непосредственно вход. Здесь также будет врезаться спутник. Когда мы туда залезем, сразу же проложим спутник, вытащим его и приступим к установке перемычек. Испытано на себе. А вообще эту пленку можно как бы на септике, наверное, оставить, да, потом? Или... Да, вот она так и остается. Это декоративная, по идее, да? Ну? Если все равно будет закрываться, то можно и оставить. Да. Так, и сейчас на входе тоже снимем. Так, совсем скоро, друзья, предстоит залезть туда. Я немного волнуюсь, поэтому пока Дмитрий готовится, сейчас я проверю. Ну, нормально, видишь? Все. Проверено. Нужно подстраховаться, прежде чем залезать. А то вдруг, мало ли. Так как это не первая у нас передача из этого цеха, то я уже могу рассказать, что вот этот специальный шнур, да, пластиковый, который внутри сварочного аппарата, он нагревается и затем уже подается в виде такой очень полужидкой массы, как зубная паста, грубо говоря. И за счет того, что сварочный аппарат также разогревает пластик, происходит очень хорошая адгезия, да? Настолько прочная, что сравнимо с самим пластиком. То есть, грубо говоря, там, где шов, скорее всего, ну, если прямо усилие делать, то, скорее всего, сам материал порвется, чем там, где сварено с помощью вот такого вот шнура. Сейчас подождем, чтобы немного остыл, и будем испытывать. Шов у нас остыл. Давайте его проверим на прочность. Попробуем одной ногой. Вы знаете мой вес. Давайте попробуем в другую сторону.
Давайте попробуем вообще ее под машину. Можно? Назад. Назад. Все, стоп. Еще чуть-чуть. Так. Оп. Оп. Очень крепкий шов. А вот такой вопрос. Вот это же канализационная обычная труба, да? Да. То есть она сделана из такого же материала и все Да, точно так же все. полипропилен. Полипропилен. В прошлый раз мы снимали, там был полиэтилен ПНД, а это уже полипропилен. Объем этого септика 10 кубов. И хотелось бы так, отметить, что, скорее всего, 10 кубов это самый такой оптимальный вариант, то есть от 8 до 10. Потому что если, например, септик меньшего объема, например, там в районе 6 кубов, там 4-кубовый септик, то вам надо будет часто заказывать фекалку. Вот. А в целом автомобиль один, допустим, средняя фекалка может, в принципе, полностью забрать сразу 8-10 кубов за один раз. То есть, а вы платите за приезд, за откачку. Смысл в маленьком септике не такой большой. То есть лучше его сделать сразу такого оптимального объема, чтобы затем не переплачивать за откачку, за фекалку. Теперь мы делаем отверстие для спутника. Так, сейчас мы будем устанавливать, протягивать спутник. Что такое спутник для тех, кто не знает, кто далек, допустим, от проживания в частных домах? Вот наш септик, например, стоит на улице. Летом, понятно, все работает, но наступила зима. Наступили морозы, и, допустим, минус 55 на улице. А внутри у нас, грубо говоря, жидкость, да, чтобы она не замерзала. Задача спутника брать отопление также от газового котла или вообще от центрального отопления, заходить, соответственно, в септик, и по периметру он прогоняет, подогревая вот эту всю внутреннюю жидкость, чтобы наш септик не заморозился. Вот. Поэтому сейчас мы проводим именно вот этот спутник. Я правильно понимаю, что желательно, чтобы это была цельная труба, да? Да, цельная труба. Мы ее полностью, потому что мало ли что будут, если какие-то у них соединения, будут протечки, лучше цельную трубу вывести, а тут уже снаружи можно соединить с водопроводом. Дома, да? Да, Угу. и уже он нормально будет функционировать. Да. Я смотрю, что Дмитрий уже как профессионал все подготовил, да, чтобы грубо говоря, не бегать никуда. Никуда не бегать. И сейчас он первый будет можно приступать. загружаться. Ага. Так, а я посмотрю, как это делается. Оп, вот так вот. Дмитрий сказал, что там очень жарко. Очень жарко. Да. Это еще немножко он подостыл, а если бы когда паял... после сварки? Да. Пока здесь находишься, дышишь, тут тоже очень быстро становится жарко. Так, еще у нас сейчас теперь там двое будет. Я сейчас про это не подумал, потому что мы сейчас... Там оператор хотел с нами пойти, но я говорю, извини. Да, вот для чего нужно ребро жесткости. Так. Видите, как легко. Все. Ух ты. Прямо это, как подводная лодка. Да. Хватает спутник.
Выводим один конец. Ага, он уже там в отверстие, да? Да. Нет, потом сейчас Сюда. Как закрепляется? и все, и вот так вот раскручивается. Что, наколенники нужны, да? Здесь. Ну да. Или дело Желательно. привычки. Ух ты! Все рассчитано без всяких лишних моментов, да? И она сама держится, да? Все. Да, у нас сейчас пойдут перемычки, и перемычки не дадут ему подниматься. В целом, такие перемычки также и на емкости с водой, да, устанавливаются. Ну, ребра жесткости устанавливаются, ну и перемычки, да, Мгм. которые мы сейчас будем проводить. Ну, сейчас подготовим болты с шайбой. Поскольку перемычек на каждое ребро устанавливается? И каждую... по одной перемычке, вот здесь вполне хватает по одной По одной, перемычке. да? Ага. Посередине, да. Ну, посередине желательно чуть пониже, потому понятно. что давление-то у нас в основном же всегда внизу все давит, да. Нам самое главное здесь, чтобы не выдавливало. А вверху уже особого давления нет. Ну и в целом, если потом в будущем потребуется, например, ревизию сделать, да, то есть она будет как бы, перемычки будут в нижней части. Да. То есть тут можно будет как-то передвигаться, да. Ну, вообще возможно. Ну, вообще, конечно, сложно представить, что что-то, может случиться, что нужно будет залазить в себя, да? Да. Когда-то, Ну, бывает, конечно, когда даже что-нибудь произойдет со спутником или какие-то отключения, может заморозиться. Тогда вызывается ППУ и отогревается. Так, Присаживайтесь сюда. Ага. Это ваш инструмент. Это наш. я буду закручивать, да? Угу. Так. Вот примерно на таком расстоянии устанавливаем. Так. Сразу сверлю, да? Да? Ну, натянуть перемычку. Можно. Сейчас, секунду. Да, лучше, наверное, закрепить, да? Да, одну. Все, можно. Лучше правой рукой вот так держать, а левой удобнее будет. Ну, вот так держать и так лучше сверлить. Хорошо. Так, левой сверлить лучше будет, да? Да, мне здесь правой удобней, а там лучше левой. Да, кстати, я сейчас понимаю, что хорошо, что снял кофту. Что реально тепло. Это еще нормально. Я еще не испытывал. Обычно с меня тут После сварки, да? нормально. Нормально? Так. Вот. Сейчас криво. Криво? Дырки, ага. Ты когда просверлил, и у тебя рука чуть-чуть Вниз ушла? вниз ушла, ага. Так, Ну, ничего, можно, это пластик, он все равно. мне показалось, что ровно держался. Нет. Нет, да? Я даже увидел, как шел. Ой. Теперь, ничего страшного. Ставь этот болт. И под наклоном, где в какой примерно стороне дырка. Угу. Вот вниз, да. Во, все? Она ее чуть-чуть Да, она ее подняла. самой. Да. Все. А то я расслабился, оказывается. То есть не удержал. Вот вдвоем быстро, когда с напарником. Вот так вот. Ну, один тоже, конечно, привыкаешь. Могу показать, как один и кручу. Вот буквально. Давай сейчас Одну-две. сниму. Так, сейчас. Так, Дмитрий сейчас снимает. Все, один. Ну, вот же перемычки. Сейчас покажу, как один и один.
А. Там уже сразу прикручиваешь, да? Там Да. уже сразу прикручиваешь. Да, сразу прикручиваю. Сразу вторую. А, две сразу, то есть... Да, чтобы туда-сюда не бегать. Ну, обычно по 3. А сейчас покажу, как 2 хотя бы делаются. Получается, оптимизация труда. Так, и сейчас Перехожу на эту вторая полоса. Таким вот образом Дмитрий показал, как один мастер все это делает. Продолжим. У нас еще несколько штук. По-моему, половину мы сделали, да? Большую часть 5 осталось. Их вообще 11. 11 штук. Ага. У нас 22 ребра. Ребра идет универсальтик. С каждой стороны по 11 ребер. Все. Чуть повыше. Повыше? А, вот так. Так. Это уже с опытом приходит, да? Потому что без уровня, без этого, без линейки, да? А так смотришь, все ровно же. Ну, там ничего страшного, если на сантиметров 5 будет Ну да, выше тут- понять. Как бы функционал от этого не пострадает, да? Держать будет. Все. Так, давай, после вас. Непривычно. Хорошо, что кофту снял. Точно. Вот здесь как хорошо, да? Да, так свежо, прохладно. Сейчас вместе с Дмитрием мы провели спутник внутри септика, а также установили перемычки. Перемычек у нас 11 перемычек. На каждом ребре. Жарко там. Жарко. Сейчас устанавливаем горловину. Так, надо убрать защитную пленку полиэтиленовую, потому что не сможем с ней припаять. Это у нас будет дыхательный клапан. Сюда. То есть, когда септик, фекалка приезжает забирать Содержимое. содержимое, нужно будет открывать вот этот Да, клапан. он будет закрыт, люк будет закрыт. И чтобы лишний раз люк не трогать, просто открываете дыхательный клапан и откачиваете. Откачка идет вот у нас из этого отверстия. Это уже труба металлическая устанавливается. Труба ставится отдельно уже, да? И она не должна касаться дна, да? Нет, она выпиливается. Ну и желательно как-то что-нибудь на трубу, может какую-нибудь даже резинку, наверное, установить, чтобы она там не ерзала, не терла. Ага.
В общем, через эту штуку сюда устанавливается уже этот Металлическая труба. Да, с гусаком. и идет прямо вплоть до Выхода забора. за забор для откачки. То есть его, в принципе, вот эту трубу там дополнительно крепить не нужно. Нет, Внутри. нет. Как бы можно просто поставить, да? Они такие всегда Ясно. устанавливаются. У него еще у нас плюсы, то что он ржавчине не подлежит, долговечный. В отличие от металла, металлические в наших условиях около 10 лет только могут. Потом уже ржавчина, коррозия То съедает. есть, как я говорил, что, например, металлический септик, это нужно подготовку полностью покрасить. И желательно, чтобы он был из судового металла какого-нибудь, да, там Да. сколько-то миллиметров. Да, он еще и тяжеленный. какой. Тяжеленный. Да. Вот. Самое главное, чтобы вот если и под землю, чтобы не было вот талых вод, чтобы не всплывал. Также и металлический всплывает. Вот самое главное. Да, ну сейчас позвонил я в одну компанию манипуляторов, сказали, такого длинного манипулятора нет. А в целом Дмитрий говорит, что можно обойтись своими руками, да? Да. Потому без что манипулятора. септик, допустим, несмотря на то, что он 10 кубов, например, металлический, мы бы, наверное, даже не смогли бы, ну, даже в голове такого не было, чтобы его можно как-то там подвигать. А сейчас, смотрите, Дмитрий говорит, что мы вдвоем можем что-то с ним сделать. Приподнять, Приподнять? также и загрузить вдвоем можно. Мы Так, всегда так и попробуем? делаем. Давайте. Раз, два, три. Опа! Поднимаем. Одной левой. Ну, по крайней И вот мере. так вот чуть-чуть подтаскиваем, грузим и потом запихиваем остальное все. Все, опускаем. Так. Класс, ничего себе. Ну вот один из плюсов мы подтвердили, то, что септик, изготовленный из такого материала, он очень легкий. Испытано на себе. Друзья, ну в целом способ установки септика снаружи, то есть не вкапывая его в землю, он достаточно такой необычный, да, то есть он имеет место быть, но именно из этого материала я бы не пошел бы на такой шаг, если бы не было реальной истории. Причем реальная история соседа, который также проживает в той же местности, где и наш участок, соответственно, водянистые почвы и, допустим, проблема постоянно в том, что внизу под землей все время есть вода. Вот, давайте познакомимся. Руслан Колодезников, мой сосед. И сейчас он даст вот реальный отзыв о септике. У него точно такой же, да? Это 10 кубов. И септик я установил 3 года назад. Точно, по-моему, да, 3 года назад. Но у меня вот земля у меня, ну, талые воды приходят тут. Тут вообще тут, ну, резона нет его закапывать. Всех моих соседей железные стоят, они каждый год олох выпрыгивают. Даже с водой. Даже полной водой не выпрыгивают. Олень, короче, решил я, короче, поставить его снаружи. Ну, пока полет нормальный. В принципе, мне нравится. Объем тут 10 куба. Ну, это, можно сказать, самый экономный вариант. Я там ничего не закрыл его, просто на палете стоит. Ну, кстати, да, давайте покажем. Вот Простой здесь. палет, который бесплатно дают же обычно, да? Затем полистирол, да? Потом полистирол 10. Ну, мы с дочкой это все установили. Септик просто сбоку перенесли, забросили. И полистирол, запенить. И кругом вот этим фасовочной пленкой мотали. Так, подожди-ка, здесь поподробнее. С дочкой вдвоем установили септик. Дочка взрослая? Сколько? Дочке сейчас 16 лет. Ну, Том 13, что ли, было, наверное. Ничего себе. Ну, 10 куба тут боком стоите и просто проталкиваете она. Не поднимаете. Просто проталкиваем, она же скользкая. Вот здесь поднесли его, ну, с боком, да? И просто ее... То есть на подготовленную площадку на уже подготовленную поставили? Да? площадку уже поставили. Ага. Здесь тоже вокруг 10, и просто это типа пленка, как будто как Типа пищевая, пленка. да? Ну, она для вида хорошо видно. Можно было и просто еще вот так замотать его. Я просто вот... Ну, то, что из кусков строительного материала. И как зимой не замерзает? Ну, вообще никогда не было. У меня когда... Фикашик у меня друг знакомый, ну, который в этом районе обслуживает. Я ему, когда каждое воскресенье я ему с утра пишу, созваниваю, он говорит: Руслан, тебе буду, конечно, говорит. Он на каждый вечер 9 часов ко мне приходит. То есть заказ делаешь с утра, он С утра вечером? он приходит вечером. Ну,
Через какое-то время я его спрашиваю, ну почему так делаешь, Тимгладя? Перед сном там приезжаешь, он мне говорит, Руслан, я твой септик знаю, говорит, твой септик этот теплый, говорит. И когда он железный ходит, да, и в конце рабочего дня он мою забирает, и, короче, у него бочки там, короче, чисто становится, говорит. Все оттаивает. И поэтому я тебе же скидку делаю, говорит. Ну тогда давай. Ну, горячие у меня почти. Я там еще регулировку поставил. Гребенка, да? На сантехнике. Она тоже помогает. Немного, если погода нормальная, немного убавляю его. Ну, спутник у него, тут металлопластик, а тут не этот, не кабель, не этот. Чисто этот металлопластик. Ну, пожароопасность для этого. Безопасный более-менее. То есть... И у меня осадок другой был. Если с домом посмотреть бы, да? Это осадок другой. Но есть... У меня, если дом был поднят, я бы его и поставил, и самотеком бы пошла бы. Но у меня тут не получается. Из-за этого я там поставил фекальный насос. То есть он под давлением выкидывает как бы все сюда. После унитаза стоит этот насос и через 40-ю трубу выбрасывает. Ну, четко выбрасывает. Пока без проблем. То есть в целом уже 2 сезона испытано, грубо говоря, на себе. Четко было вообще. Да? Так, ну, как видите, реальный отзыв от соседа, то есть одинаковые условия. Ну, понятно, что зимой у нас бывает и до минус 50 доходит, да, но вот в целом мы видим, что утепление достаточно обычное, то есть 10-сантиметровый полистирол сверху, снизу и, соответственно, по бокам. Вот, ну, конечно, если, допустим, ну, люди, наверное, переживают, что не слишком красиво смотрится, да, но это в любом случае можно как-то задекорировать, поэтому, думаю, не такая проблема. Главное, чтобы септик выполнял свою функцию и не замерзал зимой. Испытано на себе. Человек один двигает. Отрадно отметить, что производство находится у нас в городе Якутске и учитывает все пожелания и климатические условия эксплуатации. Если вас заинтересовала тема нашего сегодняшнего выпуска, то по всем вопросам вы можете обратиться в компанию «Эгопласт». Они производят емкости, септики, лодки, бассейны, трубы, фитинги и полозья для саней. Да, ну что, друзья, как видите, все прошло по намеченному плану. Сначала был расчищен снег, потом, соответственно, уже позвонили с базы, сказали, что практически все готово. Мы вместе с мастером сделали, установили, протянули спутник и установили ребра жесткости. Вот, как видите, теперь до потепления, ну, до строительного летнего сезона этого года септик будет пока стоять так. Затем уже будет подготовлена для него площадка, все будет подключено и так далее. Но я думаю, что об этом тоже достаточно будет интересный выпуск, поэтому оставайтесь с нами, следите за нашими выпусками и, конечно, всем скорейшего начала лета, начала дачного сезона.